республике около 400 детей с диагнозом детский церебральный паралич. Для них в Северной Осетии построят центр реабилитации. Новость о строительстве родителей воодушевила. В республике таким детям особого внимания не было. Вот республиканский центр «Феникс» и неврология – это единственное, что они могли получать. И то, я считаю, что вот именно те шаги, которые сегодня хотят предпринять, то, что мы будем ожидать с нетерпением, вот открытие этого нового реабилитационного центра, это просто очень большой вклад республики в то, что дети будут иметь больше шансов на выздоровление. То есть у родителей надежда она возрастает, я как мать сужу по себе. В кабинетах установят современное оборудование. К работе с ребятами привлекут российских и зарубежных специалистов. Об этом на встрече с родителями рассказал сенатор Олег Хацаев и будущий директор Центра реабилитации Нона Чиджемова. Олег Хацаев провел встречу с родителями детей, больных детским церебральным параличом. После этого сенатор пригласил всех желающих посмотреть, как ведется строительство Центра реабилитации. Место, где он будет располагаться, выбрано как нельзя лучше. Это район водной станции Владикавказа. Там же неподалеку есть и городской зоопарк. Дети будут не только лечиться, но и весело проводить досуг. Бесплатный курс реабилитации смогут проходить около 40 детей в возрасте от 3 до 16 лет. В центре появится массажный кабинет, зал ОФК, бассейн, зимний сад и спортзал. Еще одно удачное дополнение для реабилитации – конюшня для ипотерапии. Главная цель, говорит сенатор, создать максимально комфортную среду для ребенка. Ребенок, который не может ходить, его можно поставить на ноги, а тот, который дееспособен и ходит, его можно рассчитывать на то, что он может стать учеником общеобразовательной школы, может поступить в высшее учебное заведение, завести семью, трудоустроиться. Вот, в принципе, мы за эту идею ухватились и начали ее реализовывать. Как видите, вот первый этап пока благополучно завершен. Следующий, я думаю, что это уже за врачами, за специалистами. Мы приложим максимум усилий, чтобы этот проект был завершен с знаком плюс. Решение построить в республике комплексный центр для детей с ДЦП было принято после серьезного анализа обращений граждан в общественную приемную. Залина Губурова, Валерий Гадзиев, Осетия ТВ.